Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет боксерский поединок с чемпионом мира по версии WBA филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом ирландец сообщил в своем твиттер-аккаунте. Макгрегор уже имеет опыт выступления на ринге. В 2017 году он вышел против американца Флойда Майвезера и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. В смешанных единоборствах в активе ирландца 22 победы при 4 поражениях. На счету 41-летнего Пакьяо 62 победы, и 39 из которых он одержал нокаутом, 7 поражений и 2 ничьи. Результативная передача Никиты Кучерова помогла Тампе выиграть у Далласа в 5-м матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Кори Перри. Еще одну шайбу забросил Джо Павелский. У Далласа взятие ворот провели Андрей Палат, а также российский защитник Михаил Сергачев. Для Кучерова ассист в этой встрече стал 16-м в текущем плей-офф. Также на его счету 7 голов, благодаря чему россиянин продолжает возглавлять список бомбардиров. Счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу Тампы. Следующий матч состоится 30 сентября. Баскетболисты пермской Пармы со счетом 95-97 победили столичный ЦСКА в выездной игре единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 31 очко. В составе пермского клуба больше всех очков набрал форвард Борис Савович. Парма располагается на 3-й строке турнирной таблицы, одержав 1 победу в одном матче. ЦСКА идет следом на 4-й строке, имея в активе 1 победу и 1 поражение в 2 матчах. В следующем туре Парма на выезде сыграет с Саратовским Автодором, а армейцы на своей площадке примут краснодарский Локомотив Кубань. Санкт-Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над Уфой в домашнем матче 9-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 6-0. Хэт-триком отметился Артем Дзюба. Дубль оформил Сердар Азмун. Еще один мяч на счету Алексея Сутормина. Благодаря 3 взятиям ворот в этом матче Дзюба достиг отметки в 80 голов за «Зенит» и вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Петербуржцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 20 очков. Уфа идет на 14-й строке, имея в активе 5 пунктов. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет со столичным «Спартаком», а уфимцы на своем поле примут волгоградский «Ротор». Французский полузащитник английского Челси Нголо Канте согласился перейти в итальянский «Интер». Об этом сообщает ТАСС, ссылка на Daily Mail. По информации источника, трансфер 25-летнего француза обойдется итальянцам в 50 миллионов евро, поэтому им сначала нужно будет продать несколько своих футболистов. Сообщается, что «Интер» хотел включить в эту сделку Марсело Брозовича или Кристиана Эриксона, однако Челси отклонил это предложение. Канте выступает за лондонцев с 2016 года. В футболке Челси он стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги Европы. Сборная Северо-Восточного федерального университета стала бронзовым призером финала всероссийского проекта «Мини-футбол вузы». Турнир завершился в Нижнем Новгороде. В борьбе за 3-е место якутяне со счетом 3-2 обыграли команду Санкт-Петербургского горного университета. Помимо этого, игрок сборной СВФУ Янник Самплей был признан лучшим нападающим турнира. Якутяне 4 года подряд попадают в число призеров самого престижного турнира среди студенческих команд. На их счету 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!